Спортивный сезон 2025-2026 годов в Инте завершил открытый городской турнир по вольной борьбе «Наследие мастеров». Посвящен он памяти двух выдающихся тренеров – Сергея Генриховича Матурина и Алексея Николаевича Ульянова. Этому мероприятию организаторы прочат великое будущее. Уже первые соревнования в не самое популярное время подготовки к ЕГЭ собрали на интинском ковре более 100 спортсменов со всей Республики Коми. Количество участников очень большое, 110 участников для такого турнира. Приехали, поддержали все, кого я попросил приехать, все поддержали, все откликнулись. Приехали воспитанники Алексея Николаевича, которые тренировались у него в Удырском районе, оба мастера спорта. Они провели колоссальную работу в организации, помогли очень сильно финансово. Они будут награждать детей денежными призами в каждой весовой категории. Они мне полностью помогли в финансировании, в организации этого турнира. Благодаря это воспитанники Алексея Николаевича. Благодаря таким людям наши отделения, наши виды спорта живут, которые помнят своих тренеров и чтят память своих тренеров. Они приехали один из Санкт-Петербурга, другой с Удырского района. Наш город. Также, я говорю, благодаря Воронину Владимиру Владимировичу, администрации, нашей школе, спортшколе, нашему дворцу спорта, все потихонечку, каждый внес свою лепту, свой вклад, и поэтому турнир живет, и я думаю, что он будет жить еще больше развиваться, и будем улучшать. Инта заслуживает это мероприятие, заслуживает такой уровень проведения соревнований. Я сегодня уже говорил, 40 лет назад впервые по приглашению Ульянова Алексей Николаевич, я приехал в этот город в качестве участника, затем я уже привозил команды. С того времени поддерживали отношения дружеские. Всегда Инта являлся вроде бы холодный город, но по приему он всегда был теплый, уютный. И количество учеников в этом городе очень большое. Сегодня сказали, 25 мастеров спорта вышли с этого зала. Но самое главное, вышло очень много здоровых, крепких, хороших ребят. С 9 лет увлекся этим видом спорта, занимался до определенного возраста. Затем рядом шел всегда, помогал, спонсировал. Затем появилась возможность, я построил свой спортивный центр, с которого сегодня я привез 20 воспитанников. Посмотрим, как они дадут результаты. В соревнованиях приняли участие борцы из Печоры, Ухты, Сыктывкара, Усинска, Кожвы, Выльгарта и Инты. Открыла турнир торжественная часть, в ходе которой были отмечены те, без кого спортивный праздник не состоялся. Я приветствую всех участников городских открытых соревнований по спортивной вольной борьбе, посвященных памяти первых заслуженных тренеров города Инты Сергея Генриховича Матурина, Алексея Николаевича Ульянова в названии «Наследие мастеров». Этот турнир у нас в Инте проводится впервые. Я надеюсь, даже уверен, что достанется нам доброй традиции. Желаю всем участникам в первую очередь удачи, спортивной вольной победе, красивых поединков и ярких побед. Спасибо организаторам за это мероприятие. Также спасибо хочу сказать ученикам, которые приехали из Санкт-Петербурга на этот турнир. Ну и хочу поблагодарить главного тренера, учителю брату, государственного совета Владимира Владимировича, пожалуйста. За право развития спортивных учеников. Но это еще не все. Вы знаете, что недавно было день рождения Владимира Владимировича. Много юбилеев. И с юбилеем поздравляем от Федерации спортивной борьбы, Российской Федерации, от Президента Федерации Мамер Жигрина. Михаил Георгиевич, друзья, благодарю за плату развития борьбы. Схватки на ковре шли с утра и до вечера. Всего было проведено около 150 поединков. В одних до последнего нельзя было определить победителя. Другие заканчивались очень быстро.
Мы всегда в Инту приезжаем, привозим по 40 детей. Также и так нам. То есть мы близко живем и нормально. В данный момент у нас 38 детей здесь. Для детей много турниров не бывает. Почему? Потому что у нас разный возраст. Это вот здесь такие возраста, такие, а есть другие возраста. И девочек у нас по возрастам есть больше. Мы их не привезли, потому что ездили они в Питер. Это вот старт дается к республиканским соревнованиям, говорю, официальным, на Россию. То есть подготовка, вот это очень хороший турнир, очень хороший. Один из самых титулованных спортсменов Инты – Яков Худи. В копилке борца есть победа на Северо-Западном федеральном округе. Но перед собой юноша ставит более амбициозные цели – выиграть чемпионат России. Пока эта вершина нашему спортсмену не покорилась, но он упорно идет к своей мечте, принимает участие во всех турнирах и тщательно готовится к каждому поединку. Рассчитываю на золото. Первую схватку отборолся, выиграл. Следующую схватку готовлюсь, тоже хочу выиграть. А сколько у тебя всего предполагается схваток на турнире? 4. Турнир хороший, готовился, чтобы занять первое место. Для меня победа, она делает меня лучше. И с каждой победой я иду вперед. Интинские борцы-девочки в этот раз остались за ковром. Соперницы для них не приехали. Но спортсменки не расстраиваются. Они следят за каждым поединком и поддерживают друзей по команде, которые сражаются за медали в их любимом виде спорта. Он нам нравится, потому что мы им полюбили заниматься. Меня папа направил к этому виду спорта. Он сам им занимался, он мастер спорта СССР по вольной борьбе. Я занимаюсь уже 3 года, у меня есть много достижений и вроде 2-й разряд. Я занимаюсь 2 года борьбой, ездила уже на соревнования 2 раза на северо-запад. Мне борьба нравится. Мы ездили уже 2 раза на Россию, вылетели в первых схватках. Мы хотим, чтобы мы выиграли Россию. Может быть, у нас это получится. Вот мы достигаем этой цели. Тренируемся, пытаемся. В прошлом году интинские тренеры уже проводили подобный турнир, но тогда он был посвящен памяти только Сергея Матурина. Принимали в нем участие борцы из Инты и Печоры. Смерть Алексея Ульянова в конце прошлого года внесла свои коррективы в планы интинцев. И турнир получил название «Наследие мастеров», чтобы все юные спортсмены Инты помнили, благодаря кому появилась, развивалась и продолжает развиваться вольная борьба в Инте. Этот турнир – это, наверное, один из важных для меня, для отделения вольной борьбы, который будет в дальнейшем развиваться, популяризироваться как не только, скорее всего, республиканский, и охота довести этот масштаб до всероссийского турнира. Почему? Потому что Алексей Николаевич Ульянов и Сергей Геннадьевич Моторин – это первые тренера в городе Инта, которые открыли это отделение вольной борьбы, благодаря которым я, в том числе, Эдуард Васильевич Слесаренко, бывший наш интинец, который сейчас в Сыктывкаре тренирует, и много-много, Гордеев, Дима Тырин, Рамиль Гемадеев, Владимир Воронин. Это все воспитанники этих тренеров, которые мастера спорта, которые вложили большой вклад в этот город, в этот вид спорта. Поэтому мы пришли к такому решению. Сегодня этих тренеров уже нету. И их надо честь, память их помнить. Надо продолжать род нашего вида спорта, расширять биографию. Этих людей знал большое количество людей, не только в России, тогда еще был Союза. Мы когда с ними раньше ездили на соревнования, нас везде встречали, провожали, до сих пор спрашивают об этих людях. Сегодня идет разговор о том, чтобы завершить историю республиканского турнира памяти Лунина и дать развитие новому спортивному состязанию – турниру «Наследие мастеров». При этом есть вариант новым соревнованиям придать статус всероссийского уровня. По задумке организаторов, это произойдет, скорее всего, уже в следующем году. И, скорее всего, в 2027 году, этот год еще однозначно будет в октябре турнир памяти Лунина, а 2027 год, возможно, что такое случится, что турнира Лунина больше не будет, а будет именно республиканский. Мы перейдем этот турнир в республиканский турнир, и потихонечку, еще через год я хочу довести его до всероссийского турнира, потому что у нас появилась квота по республике Коми на всероссийский турнир. Об этом уже разговоры шли несколько лет. И, скорее всего, мы доведем это. Сегодня есть поддержка со стороны нашей республики, которая хочет видеть в нашем городе, чтобы у нас был всероссийский турнир. И есть помощь и поддержка со стороны Юрия Ивановича Широкова, который бьется за нас каждый раз и в Госсовете, везде.
И я думаю, что наш и глава, и Ирина Викторовна все нас поддержат, и мы доведем до высокого уровня наш этот турнир.